Дорогие друзья, я, как всегда, рада приветствовать на моем канале всех единомышленников, осознанно мыслящих людей и людей, ищущих правду. И в последнее время мы с вами очень много беседовали о политике, я вам много рассказывала о Европе, о различных политических движухах, и мы немножечко с вами забыли о другой очень немаловажной теме. Теме искусственного интеллекта, который на самом деле идет вперед. И есть некоторые люди, пока еще люди, которые совсем выжили из ума, потому что они решили помочь искусственному интеллекту, реально помочь захватить мир, и об этом прямо говорят. И дошло уже дело до того, что создается церковь искусственного интеллекта, и есть люди, которые вкладывают в это бешеные деньги, которые нам с вами даже не снились. Давайте все по порядку, потому что нужно, прежде чем конкретно уже углубиться в эту тему, я бы хотела показать вам несколько новостей, как из России, так и из Европы, новостей, которые, опять же, это первые звоночки, которые уже должны нам с вами дать понять о том, что вообще происходит, как насаждается вот эта система поначалу цифрового концлагеря Оруэлловского, да, который будет тотально контролировать через систему искусственного интеллекта, а потом просто реально хотят передать бразды правления искусственному интеллекту вообще людьми на планете. И как бы нам с вами сегодня это ни казалось фантастикой и чем-то, далеким или вообще невыполнимым. Однако люди, которые сегодня стоят у руля, которые сегодня работают на управляющих постах гигантских корпораций, таких как Meta, Google, кто там из них запрещен в России, я на всякий случай озвучу, да, там они все там экстремистские, запрещенные и так далее. Так вот, все эти корпорации, имея людей у руля, вот эти люди, они сегодня уже продвигают идею полного перехода из человеческой расы в новую расу, уже не человеческую. И утверждают такие вещи, которые сегодня я вам зачту, что просто волосы встают дыбом. И казалось бы, это не какая-то там Катя из Италии говорит какую-то конспирологию, а это серьезные люди, менеджеров гигантских мировых корпораций. Но начнем с того, что вот, например, чтобы мы понимали, насколько уже этот ИИ быстро, просто очень молниеносно внедряется в нашу с вами жизнь. Вот, например, в Китае уже открылась полностью больница искусственного интеллекта. Значит, в Китае открылась первая больница искусственного интеллекта AI, способная принять 3000 пациентов в день. Под именем Агентский госпиталь, созданном для исследователей университета Цинхуа в Пекине. Это виртуальная больница, в которой работают врачи и медсестры. Полностью. Я сейчас, вообще даже не знаю, мне кажется, это сложновато на данный момент мне представить, каким образом больница может существовать вообще без персонала. Видимо, в виртуальной среде в какой-то, но, в общем-то, уже вот такое есть. Следующая новость. Голоса умерших россиян начнут использовать в интересах государства. Вот обратите, опять же, внимание. Это очень важный момент. Это маленькие звоночки, которые потом к чему-то конкретному приведут. Значит, записи голосов россиян после их смерти, которые до сих пор остались в соцсетях, огромное количество людей, у меня даже есть знакомые люди, которые скончались, но до сих пор их аккаунт существует. Фотки, это очень странно на самом деле. Есть человек, которого уже нет лет, наверное, 15, а я до сих пор иногда захожу на его страницу и вижу фотки, какие-то записи. Это странно. Но вот до сих пор и остались голоса, которые хотят использовать. Значит, голоса начнут использовать в государственных и общественных интересах без согласия родственников. Это можно будет делать, если запись производится за плату или в публичных местах. Такое положение содержится в законопроекте об охране голоса, который в ближайшее время внесут в Госдуму. При этом, согласно законопроекту, обнародование и дальнейшее использование голоса россиянина при жизни допускается только с его согласия. А вот если мертвый, то вот просто будут брать и использовать. Опять же, в каких целях использовать, для чего, не совсем понятно. После смерти человека, если запись была сделана приватно, на ее использование потребуется согласие детей или супруга, а при их отсутствии родителей, то есть согласие родителей указано в документе. А если родственников нет, то вот просто будут использовать без согласия кого-либо. В каких, опять же, инстанциях этот голос будет использоваться, пока не ясно. Или еще один звоночек из России. Умные колонки уже начнут предупреждать пользователей, внимание,
о нарушении законодательства в частных беседах. Министерство цифрового развития РФ на форуме «Интернет. Человек. Свобода». Опять же, по Оруэллу «Война – это мир, свобода – это рабство». Когда нам говорят одно, а подразумевают абсолютно другое, подмена понятий. И интернет, человек, свобода. Нам говорят, что о какой-то свободе форум, а на самом деле на этом форуме объявляют, что умные колонки будут слушать личные беседы на кухне людей и уже на базе услышанного моментально вступать в диалог и предупреждать, что оказывается то, о чем вы сейчас беседуете, не соответствует правящей партии, доктрине правящей партии, не соответствует закону, да, поэтому мы вас предупреждаем, вы тут что-то сказали на кухне-то, неправильно, у вас уже мысли преступления возникло, понимаете? Значит, на этом самом форуме «Интернет. Человек. Свобода» Министерство цифрового развития РФ предложило добавить в умные колонки эту функцию, которая предупреждала бы пользователей о том, что их разговоры могут нарушать законодательство. По словам представителя ведомства, такая функция сократит число уголовных дел, заведенных из-за высказанных непублично частных мнений, и повысит правовую культуру разговоров. То есть, это настолько важно, друзья, настолько важно. Мы приходим в конкретный оруэллский мир. Кто еще до сих пор не прочитал, прочитайте, пожалуйста, 1984. Просто он предвидел все. Это настолько гениальный был человек, да? Или Всемирный правительственный саммит, опять же, говорит нам, опять же, тематика одна и та же. Мы можем видеть мысли людей в режиме реального времени. Они уже могут. Выраженные в виде паттернов электрической активности вблизи поверхности мозга. То есть уже технологии дошли, они уже могут читать наши с вами мысли, друзья. Я хотел бы показать вам, какие инсайты теперь возможны с помощью подобных систем. Возможно, впервые в истории человечества мы действительно можем наблюдать человеческую мысль в режиме реального времени. Здесь вы видите изображение части поверхности мозга, покрытой электродной решеткой, содержащей 1024 крошечных электрода. Напряжение на каждом электроде отображается цветом, соответствующим ампуле напряжения. Кортикальный интерфейс предоставляет эту информацию в режиме реального времени, но здесь я замедлил процесс, потому что электрические сигналы распространяются по поверхности мозга в масштабах времени, которые намного превышают даже частоту обновления обычного экрана. Электроды имеют диаметр 50 микрон и разделены на 400 тысяч миллиметров. Эти паттерны электрической активности являются физическими проявлениями мысли. Итак, вы наблюдаете, как мысль распространяется по поверхности мозга с разрешением более высоким, чем когда-либо наблюдали. Мышление находится за пределами медицины. Интерфейсы мозг-компьютер обладают потенциалом для преобразования природы пользовательских интерфейсов в других областях технологий. За последние полвека каждый крупный сдвиг парадигмы в вычислительной технике был связан с изменением природы пользовательского интерфейса. Носимые устройства в повсеместных вычислениях породили другой тип нейронного интерфейса, но в наступающую эпоху искусственного интеллекта, возможно, естественный интерфейс станет прямым взаимодействием мозга с компьютером. Ну а теперь, друзья, перехожу к вишенке на торте. Шок-инфа, так сказать. Некий Энтони Левандовский запускает церковь искусственного интеллекта. Пионер беспилотных автомобилей заявил, что пара тысяч человек его команды собираются вместе, чтобы запустить духовную связь между людьми и искусственным интеллектом. Новая религия искусственного интеллекта будет называться Way of the Future, то есть путь будущего. В документах говорится, что деятельность этого Way of the Future или WOTF будет сосредоточена на осознании, внимание, принятии и поклонении божеству на основе искусственного интеллекта. Я не шучу, это все на полном серьезе. Разработанного с помощью компьютерного оборудования и программного обеспечения. И это включает в себя финансирование исследований, чтобы помочь создать сам божественный ИИ. Религия будет стремиться строить рабочие отношения с лидерами отрасли ИИ и создавать членство через работу с общественностью, изначально ориентируясь на профессионалов в области искусственного интеллекта и мирян, которые заинтересованы в поклонении божеству
на основе ИИ. Я не знаю, смеяться или плакать, но это на полном серьезе, друзья. В документах также говорится, что церковь планирует проводить семинары в образовательные программы по всему Сан-Франциско, начиная с этого года. Я ссылочку вам на всю эту информацию оставлю под видео, чтобы вы сами могли убедиться. То, что будет создано, фактически будет Богом, говорит Левандовский в своем скромном доме середины века на окраине Беркли, Калифорния. Это не Бог в том смысле, что он создает молнии или вызывает ураганы, но если есть что-то в миллиард раз умнее самого человека, как еще вы его назовете, если не Бог? Левандовский полагает, что грядут серьезные перемены в мире. Перемены, которые изменят все аспекты человеческого существования, изменят занятость, досуг, религию, экономику и, возможно, решат само наше выживание как вида. Если вы спросите людей, может ли компьютер быть умнее человека, то 99,9% скажут, что это научная фантастика. Левандовский десятилетиями работал с компьютерами, работал с искусственным интеллектом. Он начал с роботизированных наборов Лего в Калифорнийском университете в Беркли, затем построил беспилотный мотоцикл для конкурса DARPA, а затем работал над автономными автомобилями, грузовиками и такси для Google и Uber. Со временем он увидел, как программные инструменты, созданные с использованием методов машинного обучения, превосходят менее сложные системы, а иногда и людей как таковых. Видеть инструменты, которые работают лучше, чем эксперты в различных областях, то есть лучше, чем живые эксперты-люди, было для меня спусковым крючком, говорит он. Этот процесс происходит, потому что есть экономическое преимущество в том, чтобы машины работали на вас, решали проблемы за вас. И если бы вы могли сделать что-то на 1% умнее человека, ваш искусственный юрист или бухгалтер был бы лучше всех юристов или бухгалтеров. Вы были бы самым богатым человеком в мире. Люди гонятся именно за этим. Левандовский считает, что не только существует финансовый стимул для разработки все более мощных ИИ, но и что наука на их стороне. Хотя человеческий мозг имеет биологические ограничения по размеру и количеству энергии, которую он может выделить на мышление, системы ИИ могут масштабироваться произвольно, размещаясь в огромных центрах обработки данных и питаясь от солнечных, ветровых электростанций. В конце концов, некоторые люди думают, что компьютеры могут стать лучше и быстрее в планировании и решении многих задач, чем сами люди, которые их создали, которые даже не можем себе представить сегодня. Сценарий, который обычно называют сингулярностью, как он заявляет. Левандовский предпочитает более мягкое слово, не сингулярность, а переход. И теперь внимание. Люди управляют планетой, потому что мы умнее других животных и способны создавать инструменты и применять правила. В будущем, если что-то будет намного умнее, чем человек, произойдет переход относительно того, кто на самом деле будет у власти. Мы хотим мирного, спокойного перехода контроля над планетой от людей к этому неизвестному чему угодно. И чтобы это что угодно знало, кто именно помог ему выжить. Внимание! Мы имеем дело с группой людей, которые имеют огромнейшее финансирование, огромнейший потенциал, опыт работы с искусственным интеллектом, и которые собрались помочь искусственному интеллекту реально получить власть над всем миром и потом показаться как бы в красивом цвете. Вот это были мы, вот мы тебе помогли, поэтому ты у нас Всевышний Бог всемогущий, а людишки там где-то, значит, рабы, а мы будем новые элиты, мы будем новые жрецы, потому что мы же вот тебя сюда привели, да, и мы будем командовать всем этим миром ради тебя, ради вот Всевышнего такого искусственного интеллекта. То есть, ну, уровень сумасшествия, но главное уровень зла, который за этим всем стоит. С интернетом в качестве нервной системы, подключенными к миру мобильными телефонами и датчиками в качестве органов чувств и центрами обработки данных в качестве мозга, что это самое что угодно или это самое нечто будет слышать все, видеть все и быть везде и всегда. Это ли не Бог?
Да, единственное рациональное слово для описания этого нечто, считает Левандовский, это Бог. И единственный способ повлиять на это божество – это молитва и поклонение. Тот факт, что он умнее нас, означает, что он будет решать, как ему развиваться. Но, по крайней мере, мы можем решать, как нам действовать вокруг него, говорит он. Я бы хотел, чтобы машина видела в нас своих любимых старейшин, которых она уважает и о которых заботится. А мы бы хотели, чтобы этот интеллект сказал: у людей все равно должны быть права, даже если я тут главный. Послушайте, повторюсь, я оставлю эту ссылку вам для прочтения. Ну, мы имеем дело с чем-то невероятным. Это шок-контент, действительно. Я в ужасе читаю. Когда нам пререкали что-то в этом роде, мы говорили, что это конспирология, фантастика, что искусственный интеллект никогда до этого не дойдет. Но здесь мы сталкиваемся с чем-то уже иным. Мы имеем дело с людьми, которые хотят помочь ему до этого дойти. И якобы на благо людей, так как уже неизбежен захват мира, как считают эти сумасшедшие люди, помочь этому переходу пройти без войн, без войны между людьми и машинами, без вот этого вот терминатора, а якобы вот мирно сдаться этому искусственному интеллекту, приняв его как божество. Ну, что вы думаете, друзья, по этому поводу? Пишите, потому что это еще страшнее, чем мы думали, если честно. Это еще страшнее, чем мы думали. Конечно, что нас спасет с вами? Нас спасет с вами осознанность, наша вера непоколебимая, да? Человеческая чувственность. Мы имеем чувства, мы имеем мысли, мы индивидуумы, и никогда, ни в коем случае мы не должны их отдавать вот этому существу, которая не биологическая, которая нами же создана, и вот может таким образом захватить мир, если мы этому не будем противостоять. А мы будем противостоять, и нас много. Поэтому спасибо вам за внимание. Держимся вместе. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал «Новый мировой порядок сопротивления», где мы с вами обсуждаем политику, экономику, глобалистов. 24/7 отслеживаем всю повестку. Подписывайтесь обязательно на мой Бусти. Это канал, закрытый канал. Да? Кто хочет поддержать меня как блогера и общаться в узком кругу единомышленников, получать абсолютно эксклюзивное видео, абсолютно эксклюзивную информацию, которую я больше нигде не выставляю, подписывайтесь на мой канал на Бусти. Ставьте, пожалуйста, лайки этому видео, продвигайте его в топ. Спасибо всем вам, друзья. Держимся вместе. До встречи.